резали головы, продавали людей. Есть ли выбор, который нам не нравится? Где-то за деньги, еще что-то. Где их потолок, где их пик? Просто прочитай это. Это чеченцы пишут. Немецкий флаг и сердечко. Ну ладно. Что такое оккупация? Оскорбляет священный Коран. Режим во всех постах. Хоть что-то же должны были сделать. А мы просто за это не платим, это никому не интересно. Вот. Просто знаю, что нужно там говорить. Есть народные избранники, а есть народные изгнанники. Почему у тебя возникли эти проблемы дома? От там Чукотки, там до Калининграда. Это все наше государство. Они пока сумели открыть Google, задать вопрос пропаганды, никто не говорит, что он говорил. Вся их жизнь крутится вокруг его имени. Ассаламу алейкум. Снова мы, Акраман Джибиров, Чингиз Ахмадов. Это подкаст, пока что подкаст без названия. Мы еще думаем над ним. Надеюсь, что-нибудь такое отдельное придумаем. Ассаламу алейкум, Акраман Маршвоги. Сегодня мы будем говорить, как бы их правильно назвать. Я их называю зарубежными питантриотами, критики, как угодно назовите. Они себя тоже как угодно так и называют. Разберем их, на кого они работают, потому что это очень важный вопрос, к чему они стремятся и вообще откуда они пришли, откуда они появились. Информации у нас с Акраманом достаточно много, потому что темой мы занимаемся. Я считаю, что вообще каждый человек, который так или иначе переживает о судьбе своего народа, он должен такими вещами интересоваться. Но это не значит, конечно, что там надо сидеть, читать их бредовые публикации. Это значит, что надо знать своих врагов. Акраман, есть у тебя мысли вообще, о чем говорить? Вообще, для начала хотелось бы начать с того, что как раз-таки, когда смотришь на все их эти посты, настолько базовые, фундаментальные, прям черно по белому написанные правила пропаганды, которые вообще есть в мире, которые в открытом доступе, то есть ты можешь просто загуглить, что такое пропаганда, там эти примеры пойдут. Они просто ссылаются на эти примеры, используют те же приемы, самые фундаментальные. То есть, если даже взять просто слово «режим», которое довольно-таки очень часто используется во всех постах. Режим, оккупанты, оккупация. Да, все идет на подсознание людей, то есть у них есть такой посыл, чтобы там повторить это 1000 раз, чтобы до людей в голове просто эта мысль возникла, что уже на самом деле с точки зрения прагматики, как люди должны делать каналы, чтобы вовлечь внимание, взять людей, разум, что-нибудь такое, то приемы, которые они используют, настолько наивны, то есть это уже все уже знают, все уже пережито, но они, видимо, немножко, скажем так, на той стадии, где, скажем так, не знаю, они пока сумели открыть Google, просто задать вопрос пропаганды и взять оттуда самое важное и использовать это в своих каналах. То есть прогресса в этом направлении дальше у них пока что нету. Не знаю, что будет дальше. Как раз-таки DeepSeek, который ты только что упомянул, возможно, для них это будет новое открытие. Сейчас начнут оттуда посты делать. Каждый раз сталкиваюсь с одним и тем же вопросом. Я смотрю, читаю, мне интересно бывает, где их потолок, скажем, где их пик, что они могут сказать такого, чтобы я такой посмотрел и сказал, надо же. И я читаю, смотрю, анализирую, и одна мысль не покидает. Есть люди, какая-то группа людей. Они оказались в Европе по разными причинами, создавали очень интересную историю, потому что эту процедуру Азуль, когда люди сдаются, все прекрасно знают. Все те, кто сейчас живут в Европе, знают, что нужно говорить и как ты должен... Открытого обсуждения такого не было, что они там говорят. Но я человек, который туда поехал однажды, я просто знаю, что нужно там говорить. Но за красивые глазки, за такой какой-то ум тебе там какое-то, скажем так, убежище не дадут. Расскажи с первых уст, интересно услышать. Нужно говорить кое-что такое, что у тебя есть какие-то проблемы. То есть это 100% нужно говорить. И причины, почему у тебя возникли эти проблемы дома, ты должен уже придумать. То тебя там какие-то силовые структуры преследуют, то это связано с другими, с крайностями, которые в нашем народе вообще не упоминаются. Но был случай однажды, тоже обсуждалось это. Один чеченец, который он попал в Польшу, и на интервью он сказал что убили его собаку.
один такой момент был. И ему сразу там сделали вот эту бумажку, все, как бы квартиру дали. И он это рассказал своим друзьям, и те тоже начали говорить, что у них убили собаку. Ну, как многие знают, в Европе как раз-таки жизнь собаки, она где-то между женщиной, ребенком, вот и собакой, ну и потом идет основной мужской пол и все остальное. То есть на интервью нужно как раз-таки, ну, раскритиковать место, откуда ты прибыл, естественно, сказать то, что там было ужасно плохо и все остальное. Но сама эта тема там табуирована, то есть никто не говорит, что он говорил. Ну, ты должен придумать нечто уникальное, хотя я думаю, то, что с уникальностью там будут проблемы, поскольку очень много разных людей. Вот тот момент, который ты обошел, я все-таки на нем остановлюсь, Акраман. Ты его как-то все-таки, я считаю, нужным, да, не совсем приятно. Не хотелось бы, чтобы даже просто человек, знающий чеченский язык, я его не назову чеченцем после того, что он сделал и после того, чем он занимается. Но для того, чтобы прям 100% одобрили, есть определенные темы, которые ты вот затронешь, и тебе там практически там с вероятностью 99,9% тебе одобрят. И вот выяснилось, причем с прямыми доказательствами, мы всегда оперируем доказательствами и апеллируем к доказательствам, в отличие от телеграм-канала НИСУ, как они себя называют. Так вот, один из администраторов телеграм-канала НИСУ, зовут его Мусханов Аслан Сайпудинович. И вот человек вот из одной группы «Альтернатива 95» называется. Я думаю, многие знают. Вот он опубликовал доказательства его обращения в одну организацию, которая оказывает помощь ЛГБТ, представителям этого движения, запрещенной в России экстремистской организации. Так вот, этот человек, Мусханов Аслан Сайпудинович, администратор телеграм-канала НИСУ, обратился. Сейчас я зачитаю, я даже перевел это его обращение. Сейчас я зачитаю, что он написал. Он написал: «Здравствуйте, меня зовут Аслан». Говорит, что он ЛГБТ-беженец во Франции. Говорит, что переживает очень трудное время в Рёме. И дальше пишет: «Я создал этот сбор, чтобы купить предметы первой необходимости. Хлеб, рис, овощи и так далее. У меня здесь нет семьи, и я переживаю очень сложный период. Даже 5 евро могут иметь огромное значение. Спасибо вам от всего сердца за вашу поддержку». Казалось бы, нечто удивительное. Сложно поверить. Есть все доказательства, что это именно этот человек, все записи, все его комментарии, его фотографии, его обращения. Дальше он после публикации постарался свое обращение стереть, но это закопало его еще глубже, то есть он показал, что действительно это он. Так вот, задается вопрос, почему один из нескольких администраторов телеграм-канала, который позиционирует себя как чуть ли не как там радикальные исламисты, называет себя ЛГБТ-беженцем и выпрашивает буквально 250 евро. Это, я не знаю, это просто как уму непостижимо, это ненормально, это просто реальное какое-то позорище. Но я так понял, что их это особо и не напрягает, Акраман, с учетом того, ты помнишь, как сестра Джамбулата Сулейманова, вот этого евро-ичкерийца из Франции, и сам Джамбулат, они у себя до сих пор, у них в Фейсбуке висит это видео, где они просят в своих кричалках поддержки у ЛГБТ-сообщества, которые идут с этими радужными флагами ЛГБТ, и там кричат что-то там в поддержку Ичкерии, и потом они их еще и благодарят. И там вот флаг Ичкерии, флаг ЛГБТ, все смешалось. Кони, люди. Ну, меньшинства, кстати, да. Поэтому... До этого еще Закаев заявляет, что что-то среднее между ЛГБТ и гей нам нужно. Наши крайности, которые мы кидаемся из одной крайности в другую, это немного вводит в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня от нашего правительства, от нашего Государственного комитета деоккупации требуют
Одна часть от нас требует, чтобы мы признали и заявили о том, что мы построим исламское государство, и мы будем отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Мы в этих двух крайностях, мы по этим двум крайностям, для нас эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. Потом одна из этих мадам, которая в его электронном правительстве, она предлагает нам сдать в аренду чеченскую землю натовцам. Почему? Потому что в этом много плюсов. Во-первых, мы сможем арендовать нашу землю нашим натовским партнерам. Закаев все дальше, в общем, уходит в этот бред и все чаще говорит о необходимости установления протектората над Чечней и всем Кавказом. Протекторат должна возглавлять Украина и европейские страны, которые ее поддерживают. Это означает, что европейские чиновники и украинские чиновники, которые у себя уже внедрили, а мы знаем, что именно тема ЛГБТ – это краеугольный камень. Вообще взять в Евросоюз они могут, например, только если у вас там не преследуется там ЛГБТ-сообщество. Мы вот на примере Грузии знаем, как только они запретили эти шествия, какие шествия этой организации, какие у них проблемы начались с Европой, с Соединенными Штатами Америки. И вот такая серия заявлений от евроичкерийцев, и кажется, когда они остановятся, когда они достигнут этого дна, как-то, в общем, пока не получается. И хотелось бы спросить у администраторов этого телеграм-канала, вам нормально, вот один из вас, которого вы, этот некий Ансар, его перетащил, значит, в Европу, посоветовал ему сказать, что его в Чеченской республике преследовали за то, что он является ЛГБТшником, потом их перевезли во Францию, и вот так нормально вы общаетесь, все хорошо, он модерирует ваши посты, а посты у вас все посвящены религии, там, истории, как бы. Вот, интересное дело, и вот эксплуатировать даже людское горе, какая-то совесть какая-то же должна остаться хотя бы на донышке. Вот этот мальчик, там, пойдя Оля, Джабраил Мудаев, сколько там, около 20 постов, 20, когда они говорят не про этого мальчика, а что-то говорят против там руководства республики, против правоохранителей. То есть у них нету такой темы какой-то табуированной, которую они не готовы использовать. Готовы использовать собственную мать, как это делают те же Янгулбаевы. Хотя у них почерк, конечно, будет один, так как НИСУ, телеграм-канал, является продолжателем дела Янгулбаевых. Да, такие дела, так что вот я даже вижу участники съемочной группы просто даже реально в шоке, что вот такие люди, как бы, они что-то пытаются нашей молодежи что-то диктовать, как-то их чему-то учить. Интересные дела, конечно. Дожили называется. Итоги. Дожили. Да. Мне вообще в целом, вот как раз-таки, я насчет как раз-таки подхода хотел уточнить. Вот есть некая группа людей, которые вот живет в Европе, то, что вот они выставляют посты, все остальное и прочее. И вроде бы такая закономерность. Они как-то пытаются это связать, но вот какой-то логической цепочки я не вижу. Вот если человек против в целом системы, именно основу системы, то, что он говорит, что вот это должно быть независимо, вот это должно быть зависимо, то есть у него в целом, если быть объективным, абсолютное отвращение всему, что есть здесь, но он хочет построить нечто новое, с нуля, новое, прям независимое и так далее. Хорошо, то есть он хочет новую систему. И априори вот противник этой системы является очень много геополитических факторов, противником этой системы очень много там рисков и так далее. Но в основном это, скажем так, в целом большая страна и окружение стран находится вот как раз-таки вокруг этой системы. То, что они хотят построить новую.
Но почему-то люди, которые отвергают эту систему, говорят, что она вообще, то есть не по духу, не по нраву, там, не подходит к нам, почему-то берут участников этой системы и обсуждают их. То есть вот у меня есть просто понятие такое, вот если человек говорит то, что он говорит то, что вот этот человек условно делает не то, но мы сделали бы лучше, то они автоматически вступают в эту же систему и бывают системными людьми, которые как раз-таки хотят заняться вопросами внутри этой же системы. Они хотят изменить в целом всю систему, говорят, что эта система вообще неправильная, но при этом берут участников этой системы, лидеров этой системы, потом с ними что-то начинают... На частности переходят. Да, на частности вы уже как бы осудили, в общем. Да. То есть я не могу понять, если вы хотите, условно, стать оппозиционной партией, не знаю, говорить то, что вот мы хотим так-то, так-то, ну окей, тогда вот есть там дорога, вы можете вот так сделать, там, не знаю, пойти в парламент, устроиться на работу, пойти в министром, что-то менять там постоянно. Но они это отвергают. Но почему-то осуждают тех, кто там работает. Какая-то наивность, лишь бы, ну, вот есть такое понятие молодежно, хайпануть на всех темах подряд и на личностях. И, конечно же, человек, который обладает, я думаю, как раз-таки, ты в курсе, про кого я говорю, вот он медийный вес у него, он всегда в топ-5 попадает рейтинга по обсуждаемости. Конечно, его имя использовать везде, куда бы ты ни посмотрел, везде использовать имя главы, конечно, это, ну, хайпово. Просмотры будут. Но как это взаимосвязано с общей, там, не знаю, их идеологией, построением какого-то Кавказа, там еще на Ингушетию приплетают, там Дагестан. То есть я не могу понять, в чем вообще... Это достаточно... Вот самое простое объяснение в большинстве случаев бывает самым верным. Тут вот смотри, ситуация, то есть люди, которые здесь в республике, они были там завязаны с террористическими группировками, если мы говорим о телеграм-канале НИСО, с какими-то уголовными темами. Им уже на границе хоть как-то надо было туда перебраться. И почему мы думаем, что зарубежные спецслужбы так настолько просты или настолько наивны, что они без проблем такого рода категории людей впускают в себе страны? Нет, у них, у людей, которые туда перебираются, как бы не у обычных граждан, а у тех, кто ранее был замешан там, в терроризме, в уголовных преступлениях, у них возникают определенные обязательства. То есть вплоть до они подписывают бумаги, на них существует компромат, они знают, что если шаг влево, шаг вправо, все, депортация, как бы, депортация на территорию России, а для них как бы большего ужаса нет, как мы знаем. И они плотно прям работают на зарубежные спецслужбы, на турецкие, на европейские, на американские, у ЦРУ, там, у MI6 английского, у турецких спецслужб, у них разветвленная сеть как бы вообще по всему миру, они на это пускают большие финансовые ресурсы, и мы знаем, что сейчас жесткое такое противостояние России с Западом, и, конечно же, такие элементы, они будут против России использоваться. Это просто их марионетки, и в свою очередь, этим марионеткам им достаточно, лишь бы им разрешали жить в этих странах, лишь бы вот у этой, среди подростков иметь какое-то имя, потому что человек, которому хотя бы там исполнилось лет 25, вот в этот весь этот бред, вот эту чепуху, как-то ее воспринимать, особенно если ты в течение нескольких дней это читаешь и прямо видишь противоречие на противоречие, или у тебя возникают какие-то дополнительные вопросы, на которые они не дают ответы, это вот на них, на подростков, и это все и ориентировано, у которых до сих пор играют там гормоны в крови. И вот этих подростков они используют, их они пытаются натолкнуть на совершение преступлений. И именно поэтому вот в последних нескольких проявлениях терроризма именно 15-16-летние пацаны были. Их они используют, их сами, они и их семьи находятся за рубежом, а эти здесь. А что касается вот этих геополитических факторов, о которых ты говорил, давай об этом подробно поговорим, об этом тоже мы не разговаривали. То есть, что они предлагают? Они сейчас предлагают, значит,
начать войну, фактически. Мы находимся, с одной стороны, граничим с Грузией, зарубежное государство, где завязаны интересы французских спецслужб, английских спецслужб, американских спецслужб. В той же Армении сильнейшая группировка ЦРУ, там тоже французские спецслужбы. Здесь Ингушетия, Дагестан, там, Северная Осетия. Это Россия, да? И в какой-то момент, значит, Чеченская республика снова должна объявить о том, что она или же просто куда-то напасть, там, куда-то зайти там вооруженными группировками на глазах у всего мира, короче говоря, и что на это власть страны нашей, она будет на это сквозь пальцы смотреть. Это первый вопрос. Но она сквозь пальцы на это смотреть не будет. Всякие проявления какие-то, если вооруженные группировки что-то там заявляют, ну, извините меня, 23 марта 2003 года проведен референдум. Что бы они сейчас не болтали, этот референдум был проведен. Про какие угодно выборы любой человек может что угодно заявить. От того, что они что-то заявляют, что это были такой референдум, сякой референдум. Нет. Здесь то, что 1,5 миллиона человек живет свободно по российским законам, платит налоги, получает пенсии, пособия, работает на государственной службе, свободно ездит по разным регионам России. Это автоматически означает практически ежедневное проведение такого референдума. То есть эти люди сделали свой выбор. Да, никто не бойкотирует. Да. И эти, значит, предлагают, значит, они какие-то несколько отщепенцев, среди которых те люди, которые позиционируют себя как ЛГБТ-беженцы, предлагают нам поэкспериментировать. То есть 25 лет мы приходили в себя, восстанавливались, крепли, все бросить просто, начать боевые действия. Конечно, снова будет война, все будет разрушено, во-первых. Во-вторых, газ, свет, вода, заработная плата, пенсии инвалидам, социальное обеспечение самых таких слоев населения, которые нуждаются в постоянной поддержке, это все теряется, все превращается в прах. А что делать чеченцам, которые живут в разных регионах России? Им тоже, конечно, спокойного жития не будет. Да. Не будет, потому что тут какая-то группировка, которая позиционирует себя представителями их же народа, значит, снова, значит, куда-то там вторглась, что-то там замутила. И в конечном итоге представим себе гипотетически, что вот эти вот евроотщепенцы, вот куда-то мы их поставим. Давайте вот представим такое. Что дальше будет? Споры, дрязги, междоусобица, разборки, объявление целых групп муртадами, вероотступниками, обвинения, что они там агенты ФСБ, драка за эти нефть, разделение Чечни на несколько районов. Нефти уже нету, кстати. Что-то начнут какие-то остатки там выкачивать. Продадут эту землю натовцам, кому угодно. У них нет вообще никаких мозгов, чтобы хоть что-то сообразить. Ни дипломатии, ничего. За 25 лет вся эта евроичкерийская шушера не добилась никаких результатов. У них нет никакого авторитета, никакого имиджа. Они не защитили ни одного чеченца в Европе. Нет ни одной структуры, какой-нибудь школы чеченского языка, какой-то юридической фирмы, которая оказывает юридическую помощь чеченцам, которые попали в какую-то беду. Ничего нет, ничего не сделано. Кроме, конечно же, они создали несколько правительств, я извиняюсь, да, парламенты создали, президиумы создали. Прокуратуру создали. Да, это создали, партии какие-то создали. Это просто смех, это цирк, даже цирком это назвать невозможно. И они реально, ты представляешь, себя воспринимают, как будто они
какое-то тут имеют какое-то реальное значение для Чеченской Республики, для чеченского народа, что они на что-то влияют. И они реально им так кажется, понимаешь? Причем им так кажется, потому что они сами себя в этом убедили. Потому что, когда что-то делается, они пишут, что это сделано потому, что мы что-то такое сказали. Или когда что-то там не сделано, это не сделано потому, что мы что-то вот так сделали. Короче говоря, всему они пишут, находят какое-то свое объяснение и, в общем, живут в этих своих грезах глупых. Перспективы абсолютно ноль. Что говоря о пропагандистских приемах телеграм-канала НИСУ. Нагнетание. Где-то какая-то авария, я не знаю. Где-то лужа какая-то. Лужу обычную способны раздуть до размера мирового океана. Вот кадыровский режим за 25 лет не смог, значит, построить дорогу, чтобы на ней не было луж. А то, что здесь 1000 километров этих дорог проложено, мостов проложено, это ничего. Да, кстати, насчет этого как раз-таки вот именно уровень информации, который они владеют, помимо своего же бота обратной связи, на который сами отправляют, вот они закинули недавно комментарии в Инстаграме оставленные, типа, что Чеченская Республика занимает там лидирующее место среди вот ДТП, то есть очень мало ДТП было у нас. И там комментарий один из наших местных жителей пишет, что какие аварии, если дороги закрыты. То есть мы, живущие здесь каждый день, понимаем то, что это отсылка к тому, что у нас очень много дорог строится. Да. И они это закинули опять. То есть они не знают контекста, почему он это написал. А дело в том, что у нас вот последние буквально месяца два вообще даже у нас ровные дороги, опять же, все-таки там асфальт ложат. И они просто это закинули, типа, вот у нас там в дороге где-то закрыли. Они даже не умудрились просто посмотреть, почему он это написал. Так, Роман, ты даже не представляешь, дошло у них до того, что центральные проспекты, то есть они где-то пишут, что где-то какая-то плохая дорога, а вот сейчас центральные, которые проспект Путина, проспект Кадырова, там Ларсанова, которые ремонтируют, они пишут, это для того, чтобы какие-то деньги украсть, значит, на это. Где-то они пишут, что в кадыровский режим где-то бесстыдно что-то там воруют, а тут, значит, надо какие-то дороги, если это построить, чтобы там этот новый район строится или дома возводятся. Это все для того, что какие-то евреи, там у чеченцев там ничего не останется. Где-то что еще? Никаких заводов. Возникли, значит, проблемы с электричеством. Несколько недель стояла под 40 жара аномальная. Все врубили кондеры. У каждого, если раньше дома из электроприборов был максимум телевизор и чайник, то сейчас это микроволновки, холодильники, я не знаю, какие-то кухонные комбайны, очистители воздуха, там куча электроники, компьютеры, телефоны. То есть нагрузка действительно огромная идет на электрические сети республики. Бешеные просто нагрузки. И в связи с этим, и мэрия предупреждает, есть горячая линия, сразу все начинает там ремонтироваться, всем этим занимается, то есть система работает. А все это за 25 лет не смогли нормально электричество. По всей Чеченской Республике, если в процентах, если там несколько процентов населения испытали реальные какие-то временные неудобства с электричеством, а что вы тогда при вашем режиме, что было бы? Откуда бы вы взяли свет, скажите, пожалуйста? Вот откуда вы, кто вам его даст? Это Европа вам этот свет даст или кто даст? Газ кто им даст? Газ вы сами где-то его будете добывать, я не знаю, какой-то новый способ придумаете выработки этого природного газа. То есть чуть-чуть, когда ты начинаешь копать, понимаешь, какой же бред реально несут эти люди. И причем о независимости говорят люди, которые сами настолько зависимы от этих спецслужб и от этих европейских властей, они буквально на крючке. И они, и их семьи.
Тогда о чем мы говорим? Вы вообще кто? Да, кстати, вот этот момент тоже очень интересный. Вот первое обвинение, там, кто-то продался, вот эта система и так далее, так далее. И еще есть обвинение в том, что, вы, типа, забыли, что там происходило, войну забыли и так далее. Вот обвинение. Можно куда угодно пойти, вот это столица Грозная, можно куда угодно в Грозном пойти, хоть на высотки, хоть подземные переходы, везде напоминания, насколько сильно был разрушен город. Везде республика, насколько сильно. Вот это везде рекламируется, везде показывается. У нас вот там круговая, где Аргон, вот есть вот этот такой памятник. Песочные часы, да. Вверху. Разрушенный, а Грозный внизу вот ново построено. То есть везде это, я не могу понять, где они могли это так сочинить, типа, вы забыли что-то. Наоборот, мы всегда напоминаем и никогда не забываем. Все эти даты помним, вот раздается очень много вот этих, помощь раздается, и каждую в эту дату. И просто удивительно, как люди серьезно, на полном серьезе об этом говорят. Акраман, да, смотри, когда я слышу эти упреки, забыли, не забыли, я вспоминаю 12 мая, я же даже вспоминаю и сентябрь, во-первых, 96-го года, когда ни я, ни ты, ни Ахмад Хаджи Кадыров, ни Рамзан Кадыров, это был Масхадов, это был Басаев, это был Яндарбиев, это был Ваха Арсанов, Маулади Удугов, Ахмед Закаев. Буквально вот в апреле убит Дудаев. За 1,5 года разрушена, прямо вогнана в средневековье вся республика, убиты действительно люди, а вы, значит, с Россией заключаете мирный договор. Улыбаетесь Ельцину, который действительно виноват, один из виновников, значит, Первой Чеченской войны, вы ему кланяетесь, идете в Кремль, заключаете договор и при этом говорите, что закончилось 300-летнее противостояние, значит, с Россией, включая Кавказскую войну, понимаешь, все эти перипетии, что высылку, это все же простили ичкерийцы. Это они простили Российской империи, Советскому Союзу и Российской Федерации. Это были не мы. Простили, значит, убийство Дудаева, которого они перед людьми как бы чуть ли не боготворили, и сейчас про Дудаева там говорят. Я задаю вопрос, почему в апреле убит Дудаев, а спустя май, июнь, июль, август, 4 месяца вы даете руки русскому генералу Лебедю, а спустя 1 месяц спокойно Ельцин приезжает, 2 месяца в июне, приезжает в 96-м году Ельцин в республику и проводит предвыборные акции в Чеченской республике. Какие упреки могут быть в наш адрес вообще? Дальше... Ладно, заключили мирный договор. Мы-то не против мирного договора. Любая война, она должна закончиться миром. Вы не найдете в этом мире ни одного народа, который бы не воевал с соседями, который бы куда-то не входил в какие-то структуры, какую-то страну, понимаешь? И они не живут постоянно в какой-то боли от этой истории, не поклоняются как бы этой истории. Историю надо помнить, но когда ты бесконечно прокручиваешь в своем сознании, в своем сердце, никак это твое положение абсолютно как бы не улучшает. Ты должен извлечь какие-то уроки. То есть это все сделали, вы заключили мирный договор, а дальше уже в течение 3 лет, Акраман, ты сам можешь в этом убедиться, у нас есть свободный для тебя доступ к архиву. Ознакомься, найди мне хотя бы одно видео, где вот эти люди, ичкерийцы, говорят о проблемах людей. Одно видео хотя бы. Вот где чисто вот эта тема идет, и они реально что-то делают для исправления этих проблем. Нет, все везде в архивных. Это междуусобные разборки, борьба за власть. Все. 3 года они между собой разбирались,
3 года они бросили этот народ, который именно этот народ, а не ичкерийская власть каких-то военных успехов достигла в Первой Чеченской войне. Дудаев, генерал Дудаев, значит, командующий, один из генералов стратегической авиации, говоря о войне, распаляя этот огонь этой войны, не подготовил ни армию, ни какого-то военного плана, никакой военной стратегии. Ни одной военной операции этот человек не провел. Все это было сделано за счет обычных чеченцев, ополченцев. Вот на них весь этот груз пал, понимаешь? Это просто нас использовали в качестве разменной монеты, и пока мы здесь воевали, значит, прибрали к рукам огромные, значит, заводы и фабрики. А мы вместо того, чтобы самим добиться каких-то высот в этой стране, у нас был второй человек в государстве, Руслан Хасбулатов был, чеченец, депутаты, бизнесмены. Мы все потеряли. Мы полностью скатились. Мы могли бы нормально жить, развиваться, добиваться успехов вплоть до мировой арены. Все потеряли. Превратили в какой-то бандитский анклав, превратили в республику за эти 3 года после Первой войны, значит. Резали головы, продавали людей разных национальностей, в том числе чеченцев, на рынках, как просто какой-то скот, как какие-то вещи меняли человека на человека, человека на машину, человека на оружие. Там за какой-то хороший, интересный автомат, там 2 человека, например, или одного мужчину, одну женщину. Держали их в зинданах, посылали, это же съемки есть. Пальцы резали, значит, крали детей, Акраман, крали детей. Вот у тебя не могли появиться деньги, чтобы тебе потом не залезли бы ночью вооруженные, значит, бандиты, которые входили в какие-то эти военизированные структуры. Шариатская гвардия, значит, крышевала наркобизнес в этой республике. Полный наркотрафик вообще по всей республике. Свободная, причем с момента прихода Дудаева к власти эти наркотики продавались, завозились. Отсюда, с разных стран сюда завозили, дальше уже по России распространялись. Наркотрафик, продажа, свободная продажа оружия даже сумасшедшим в центре города Грозный. Работорговля в центре города Грозный. Там, где сейчас у нас площадь Дружбы народов. Полное бесправие обычного человека. Просто оставили его 1 на 1 со своей бедой и сказали: разбирайся сам. Мы здесь элита. Мы воевали, мы там чего-то достигли, а ты там у себя в яме этой качай конденсат, а мы потом у тебя будем за это взятки брать, что ты этот конденсат накачал. Каждому моему слову у нас есть подтверждение в архиве, даже и этим словам в том числе. 3 года вот так раздербанили республику, поделили эту республику на зоны влияния. В итоге вторглись на территорию Дагестана. Сначала завезли сюда, свободно заезжали ваххабиты с территории Дагестана, Средней Азии, Афганистан, Иордания, Ближний Восток. Непонятно кто, их не проверяли. Лагерь подготовки еще да. был же. Нет, представь, непонятное какое-то существо заезжает в республику, его вообще никто не спрашивает ни имени, ни фамилии. Он потом с оружием здесь входит, свободно по нашей земле. Если ты независимое государство, а где твоя погранслужба, таможенная служба, где твои спецслужбы? Почему у тебя в независимом государстве нет хотя бы одного признака независимого государства? Даже хотя бы написанного на бумаге, потому что на бумаге, я напомню, 12 мая Масхадов подписал документ, который фактически означал, что мы отказываемся от идеи независимости. Вы сейчас можете прочитать этот документ свободно в интернете. Это документ, на котором было написано о том, что министерства федеральные, значит, казначейство федеральное, Минфин России выделяет деньги министерствам и ведомствам Чеченской Республики, платит пенсии, пособия, заработную плату. О чем мы говорим? Вторглись в Дагестан, бесславно там все, что можно было
продули, бежали оттуда позорно, бросая наших раненых чеченских ребят, которых они обманом вовлекли в свои сети. Вся эта шайка, бандгруппа, которая могла уехать за границу, она уехала, а те, кто не могли, которые уже погрязли в этих терактах, что их ни одно государство нормальное не приняло бы, они остались и продолжили в горах, значит, воевать. А на равнине-то что надо было делать обычным чеченцам? Водились какие-то зачистки, не зачистки. Потом эти являлись ночью, убивали за то, что ты как где-то какой-то старик, значит, просто поздоровался, ему сказали, вот, добрый день, солдат. Он ему ответил, его убили. Он читал Коран, он просил дать ему закончить. Что он вот сейчас дайте, я закончу, а чак дахкача, дюш, что ясен дюш, хламёцен, я чак дуака дайте, тюах вавин, из таюрта бэй, например, нах, таюрта герз хадуак элла, хинти дюч хазан дайте, махкан, ну, дег дук эза, сейчас герз хадуак элла, урешит, инаха, стагвир, кедр, герз дайте, короче, керта лилха, на, шабиш ишт барца бо, ну, и санёл, бандич, натуральный бандич, цен полный раздолье льется. А нормальный доллар, ночи дела юга сахара, тиша, ишта, дук, ялла. Они это вышли, юга халил, аж был орткич, они тоже от этого отказались. Шай амнистии, юхабан, амат, аж сразу обл дуэльтон, то призыв, ин чулт яха. Акраман, тысячи людей освободились от уголовного преследования, чтобы мы понимали. Тысячи людей амнистированы, они спокойно до сих пор живут. Они да, и получили это право. Референдума, да, это как раз таки тем. Это очень такой простой, как по мне, вопрос. У народа не было выбора. Вот тогда вот у меня просто вот в голове вот не устраивается эта цепочка. Когда говорят, что нету выбора, значит, у тебя есть выбор, который тебе дали, один выбор. То есть нету никакого выбора, ты делаешь то, что тебе сказали. Хорошо, если по этой логике судить. Есть ли выбор, который нам не нравится? Есть, такой выбор есть. Он всегда при любом раскладе он есть. Но сказать то, что нет выбора, это вообще просто ложь, пропаганда, вообще настолько какая-то дешевая вообще на самом деле вещь. Вот, например, если не было выбора, вот взять народ, и говорят, что не было выбора, то тогда почему, вот по их логике мне интересно, тогда почему там с гору не спустился на момент 2003 года, возьмем, не спустился Аслан Масхадов и такой заявил народу, выбора нет, ребята, не подписал. Выбор есть, он всегда был и будет. Но народ выбрал то, что вот сейчас мы имеем. Народ выбрал. Не группа людей, не шайка. Именно народ в целом, народ выбрал вот такой путь. Просто говоря обратное, они оскорбляют весь этот народ. Да. Говорят, что он был запуган, что он сейчас оккупирован, что вот где-то они это говорят. Просто надоело. Вот где-то говорят совершенно этому противоположное там. То есть в одном посте может быть совершенно какие-то противоречивые вещи. Какого-то политической дискуссии, чтобы они с тобой где-то там провели, это абсолютно невозможная для них вещь, потому что максимум, что они могут в этой дискуссии сделать, это просто свои штампованные лозунги. Вот они обрушат на тебя 100 этих лозунгов, а там где-то, чтобы их все произнести, нужен час, где-то 2 часа, понимаешь? Где-то, чтобы углубиться, то есть ты с ними общаешься, пытаясь прийти к какому-то логическому умозаключению, какой-то истине. Они с тобой общаются для того, чтобы выиграть в споре. А когда ты дискутируешь с человеком, для которого на первом месте, для которого главная и единственная цель это выиграть в споре, то у него для людей, за тобой наблюдающих, как бы одолеть его, как бы это сложно. Как-то в какой-то политической дискуссии, где-то так для людей интеллектуальных будет понятно, что ты его одолел своими какими-то доводами. Но он постоянно, вот эти люди, пытаются тебя спустить как где-то на свой уровень, где у них, да, действительно там больше опыта, беспринципность, бесстыжесть, как бы
и лозунговость вот это. И касаемо методики, хотел сказать, вот настолько они прям нагнетали, прямо годами нагнетали. И вот мне интересно, вот сейчас они вот на этот DeepSeek куда-то перейдут, на какие-то китайские, американские чат-боты, чтобы нагнетать еще больше. Ну, просто есть какое-то ограничение в лингвистике, вообще в целом в этом направлении филологии есть ограничение, что какие бы ты слова ни использовал, этому есть какой-то предел. И вот, как ты правильно заметил, они своего предела достигли. Когда ты начинаешь наблюдать, кем же является их подписота, это крайне малая часть там чеченцев, с разных какие-то обиженные люди, которые где-то там задели, у кого-то жизнь удалась, кто-то, у него полный бездельник, ему нравится во всех этих там чатах где-то копошиться, представители там разных национальностей, и те, кто вот, типа этого, их ЛГБТ-беженцев, вот такие люди, короче говоря, вот обидели, да, человека за то, что он является где-то приверженцем вот этой организации. Он говорит, что его задерживали, да, действительно оказалось, что его задерживали, как бы. Но дело в том, что в России есть закон о том, что ЛГБТ вообще пропаганда запрещена, ЛГБТ это экстремистская организация. Ну, задержали, ну, наказали по делу, наказали по закону, как бы. У нас в России вот такой закон. У вас там в Европе или где-то в Турции там другие законы. Ну, хочешь ты там жить, ну, живи и не вякай. Там живут наши братья, там родственники, друзья в Европе. Но никто не опускается, вот как эти отщепенцы, которые там полностью прям, с потрохами себя предлагают спецслужбам, где-то предлагают себя в открытую, как это сделал Закаев, который буквально умолял немецкие спецслужбы обращаться к нему за информацией, что он все про всех расскажет, что он будет плотно прям так стукачить. Видимо, не брали, вот на тот момент цена была какая-то неподходящая вообще ценность, а потом, может, взяли с учетом того, что он сейчас очень как бы начал активничать. И хочу открыть, короче говоря, такую новость для всех евро-ичкерийских отщепенцев. Я опять, да, скатываюсь в такой жесткий формат беседы, включаю все, но эмоции у меня включаются, я старался этого не делать. Но хочу открыть им один секрет. Они думают, Акраман, что если они где-то научились пользоваться там редактором Word или каким-то чат-ботом, или научились правильно писать на русском языке, и научились использовать вот эти штампы и пропагандистские приемы, что они чего-то достигли, чего-то стоят в реальном политическом поле. Так вот, открывая секрет, нет. Точка. Это ноль. Да, в информационном веке за счет информации, за счет каких-то применения психологических уловок, чего-то, действительно можно воздействовать на массы, можно там что угодно, в принципе, притворить. Но их уровень и их прошлое, их биографии и их идеологическая платформа, она просто не предназначена, даже если среди них появится какой-нибудь гений, она не предназначена для того, чтобы воздействовать на нынешнюю политическую систему Чеченской Республики. Потому что у этой политической системы есть свое фундаментальное прошлое, идеологическое основание и приверженцы этой системы. Идеологические приверженцы. То есть их вранье о том, что где-то за деньги, там, еще что-то. Дают ли где-то на работе деньги или в каких-то там ведомствах, получаешь ли ты деньги, ты получаешь деньги. Рамзан Ахматович дает ли кому-нибудь машины, дарит ли он квартиры, дарит тем, кто на работе, тем, кто не на работе, спортсменам, артистам, представителям других национальностей, да. Отменяет ли это тот факт, что в его команде именно идеологически верные ему люди? То есть именно я имею в виду
не только вот народ, который живет в Чеченской Республике, и когда там по его призыву у нас миллионные митинги там проходят, короче говоря, доказывают, что они вокруг него сосредоточены. Есть идеологически, интеллектуально подкованные люди, которые днем и ночью работают во благо этой республики, обладают интеллектом, складом ума, характером, волей, чтобы добиваться своих целей и чтобы выполнять задачи, поставленные Рамзаном Ахматовичем. Поэтому евро-ичкерийских отщепенцев, да, им помогают спецслужбы. Это 100% готов поклясться на Коране, потому что у меня есть точная информация, что это так. Что они сдают, в том числе чеченцев, которые живут в Европе, сдают, и выполняют, значит, поручения вот этих спецслужб. Сорт муки есть, вот есть там первый сорт, второй сорт. Это третьесортные. Есть с Ближнего Востока такие же люди, которые также в свое время сбежали с того же Ирана, да, когда была революция исламская. А это там второсортные считаются. Есть первосортные какие-то люди, в том числе русские, которые где-то сбежали со спецслужб, понимаешь? Это максимум третий сорт, короче. Иногда где-то четвертый. То есть отребье. Фактически. Это не оскорбление, я просто вынужден констатировать факт теми словами, которые наиболее точно характеризуют личности этих людей. Это отребье, это марионетки, и их ждет бесславная судьба, которая на пути вот к этому своему провалу, они уже прочно встали в эту колею, Акраман. Наша задача подтолкнуть чуть вот эту их тарантайку по этой колее, чтобы они побыстрее этого своего провала как бы достигли. Потому что, да, действительно, даже если они обманут одного 15-летнего пацана, это плохо для нашего народа. А мы наш народ, иншаллах, будем защищать. Да, холодно. С момента Алярксон, вот как раз-таки те образованные люди, о которых непосредственно ты говорил, то, что вот во благо республики работают и так далее, конечно же, это очень забавно, с одной стороны. Вот эти же люди, ну, интеллигентные, умные, которые каждый день трудятся, их очень много в нашей республике, они буквально при виде вот первого абзаца их текста, где они пишут «оккупированы», умные, грамотные люди просто сразу понимают, то есть перелистывают, вообще неинтересно. Вот просто хочу им донести до этих людей, политиков. Хорошо, если какой-то паблик, какая-то желтая пресса, вот она себя так еще и ассоциирует, то окей, они могут все что угодно писать. Но здесь, ну, хотя бы они делают видимость того, что они какие-то сверхумные, образованные партии создают же политические, в конце концов. Чтобы они просто ради интереса, я думаю, что им не будет проблемы просто загуглить, что такое оккупация, ну, хотя бы просто, что такое оккупация. И они поймут... Формулировку. Да, да, и они могут сказать, что одно... Нет, это не одно и то же. Есть оккупация, аннексия и остальное. Тут много этих терминов. Человек, который занимается политикой, человек, который говорит то, что он ведет какую-то другую политическую там версию в Чеченскую республику. Зачитай, что такое оккупация. Давай для интереса. Ну, хорошо. Просто чтобы было хоть какое-то понятие у этих людей. Оккупация — это временное занятие территории другого государства вооруженными силами, не сопровождающее обретением суверенитета над ней. Это самое ключевое, не сопровождающее обретение суверенитета над ней. Это как, там, не знаю, фашистская Германия, которая там зашла во Францию, как бы временно, да. Там были их войска, но там то есть фактически у тебя никаких прав нет, даже паспорта условно нету, ничего нету, то есть есть какие-то временные флаги, там все стоят, и ты вот блокпосты и все остальное. То есть это очень важно, как по мне, потому что это не важно для простого людина, то есть люди, которые что-то там обсуждают, там вот кухонная политика, им это не важно, но для человека, который делает какие-то Voice of Чечения партии, ну, он же должен это знать хотя бы. Он же должен понимать вообще, что они все это время, вот я им еще открою такую маленькую тайну, все, что они перечисляют, все, что они перечисляют про Чеченскую республику, именно с политической точки зрения вот всего этого, это является также
является просто аннексией. Они хотят сказать то, что Чеченская республика аннексирована. То есть насильственно, вот есть момент, они говорят, что типа насильно нас втянули в состав Российской Федерации, потом говорят про оккупацию. То есть если насильно втянули нас в состав Российской Федерации, то это является аннексией, даже по той логике, которую они пытаются нам передать. Но они даже не знают простых этих терминов и просто берут такие вот самые звучащие, какие-то устрашающие, но настолько, не знаю, дешево смотрится просто. Ну, это и хорошо, было бы плохо, если бы они реально чем-то обладали какой-то, знаешь, такой философской какой-то платформой. Но для политиков мирового уровня. То есть буквы для всех реально. Ты просто не представляешь, как вот Совет Европы, там такой большой коридор. Я просто поражаюсь. Когда они входят, Джамбулат Сулейманов, когда входит в этот коридор и на фоне какого-то плаката делает миллиард, там, не знаю, десятки фотографий и с гордостью постит это у себя в Фейсбуке и говорят, что мы теперь в Совете Европы. Я не знаю, его жалеть надо, или над ним смеяться надо, или как-то посочувствовать ему, что с этими людьми делать. Просто, знаешь, что обидно, что, к сожалению, мы за эти 25 лет так и не обрели нормального какого-нибудь врага, достойного врага, вот с которым можно было прям какие-то политические баталии. Да, конечно. Вот и поэтому мне очень интересно как раз-таки обращение есть такое небольшое. С точки зрения реальной политики, не той, которая, где написано то, что есть единороги, они где-то летают, и везде цветочки растут, а реальной политики, которая есть вот в наше время, обосновать именно независимость как нечто легко досягаемое, которое не подвергнет наш народ хаосу и разрухе, вот обосновать, вот такую концепцию просто выложить, я не знаю, вот столько вот этих разных людей, да, разные, у них, скажем так, цель же одна, как бы, якобы одна же цель. То есть там эти Харцу, другой наш шведский, сказочник, ну все, чтобы они объединились, вот все буквально, и чтобы дали концепцию, вот смотрите, что мы хотим и что мы передаем. Вот, скажем так, слова из разряда «делайте нормально, будет нормально», или «мы хотим хорошо, чтобы было хорошо». Мы за мир во всем мире. Да, вот это все остальное вообще как бы не сюда. Главное вот просто концепцию, где они говорят, вот смотрите, вот так в реальной политике, где есть куча всего прочих факторов, которые нигде не записаны на листочке, но они есть, присутствуют, чтобы они обосновали это все и показали, и еще доказали, что это очень легко и возможно. Ахраман, тогда начинают возникать вообще следующие вопросы. Касаемо их тактики, о том, что там, мы за мир во всем мире, вот если здесь будет хорошо, то здесь будет хорошо. Как бы это настолько они пошли по легкому пути, просто говорить что-то, произнести какую-то мысль, это вообще ничего не стоит. Вот если бы там, ну давай любой возьмем регион, там, кроме Чеченской Республики, Нигерия. Знаешь, Акраман, в Нигерии сейчас плохие дороги где-то, есть какие-то примеры коррупции, больницы работают, да, у них были какие-то коллизии, они сейчас идут там к тому, что налаживают эти вопросы, но больницы в Нигерии должны работать полностью, на 100, там должны быть прям образованные врачи, и этих врачей должно хватать на каждого нигерийца. Каждый нигериец должен иметь право на бесплатное лечение. Каждый нигериец должен ездить на хорошем автомобиле по хорошим дорогам. Каждый нигериец достоин свободы. Также поезда еще. Магистраль, поезда еще. Поезда, автомобили, образование. Дети нигерийцев должны учиться в лучших школах. Когда я приду к власти в Нигерии, именно так и будет. Когда-то Нигерия была свободной страной, Акраман. Тогда там летали единороги. Все жили дружно. Не было вообще плохих людей. Никто никого никак не подавлял. Это была свободная Нигерия. И когда я и мое электронное правительство вернемся вот в этом году, буквально
в конце декабря мы вернемся в Нигерию и построим для каждого нигерийца свободную Нигерию. И все будет хорошо. Не будет никаких проблем ни у одного нигерийца. Вот примерно то же самое разными словами, значит, нам говорится. Теперь, что касаемо независимости. Вообще, что такое независимость? Вот сейчас евро-ичкерийцы, они же говорят о том, что Ичкерия была независимым государством. Это же их основная платформа, да, на чем они стоят, Акраман? Да. Это же точно. Они говорят, что 100% с момента провозглашения декларации о суверенитете Чеченской Республики это независимо вплоть до сегодняшнего дня Боца, ну типа оккупированная. Но возьмем там до 99-го года. Тогда зачем людям что дала эта независимость? Возникает вопрос. Какие-то свободы это дала, какие-то прорывы, может, в каких-то областях. И что независимость это и есть самоцель всей этой движухи зарубежной. А что такое независимость? Это разве равно свобода? Нет, не равно. Это вообще разные вещи. Потому что, я вас уверяю, в этом мире существует целая куча полностью независимых государств. Причем самое практически независимое государство это Северная Корея. Потому что, в отличие от практически всех других стран, они экономическими связями завязаны только в основном на двух странах. Это Китай и Российская Федерация. Они полностью практически обеспечивают себя сами. Они полностью, как бы, вся их там военная промышленность, все они производят сами по себе. Они вообще никому не подчиняются, в отличие от всех стран в этом мире. Потому что каждый от кого-то зависит. От своих соседей, друзей, врагов, противников, от каких-то военно-политических союзов. Но такая настолько независимая страна, как Северная Корея, есть ли там свобода? И хорошо ли там жить? Нет. Возьмем любую европейскую страну, любую, назови любую, Акраман. Ну, Германия. Германия – страна, на территории которой до сих пор после Второй мировой войны сосредоточены американские войска, на территории которой не может нормально иметь свою нормальную армию до сих пор, на территории которой свободно действует Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки, которое полностью завязано на Брюсселе от принятия законов, решений правительством Евросоюза, разве можно ее назвать независимым государством? Может ли Германия сегодня принять какое-то решение, которое идет вразрез с политикой Евросоюза или военного союза НАТО? Нет, конечно. Германия вот, в плане независимости, она позади там Чеченской Республики, например, на 1000 километров, я тебя уверяю, потому что полностью им, как и после Первой мировой войны, их лишили практически очень многих прав, отобрали территории, так и после Второй мировой войны им уготовили такое место, которые они, в принципе, своей политикой заслужили. Назовем любую другую страну, там такая же ситуация. Япония, оккупирована Соединенными Штатами Америки, не может иметь свою нормальную армию. Любая страна, она в той или иной степени от кого-то зависит в этом современном мире. Или входит в какие-то военно-политические союзы, как все европейские страны. Как ближневосточные страны, например. Как страны Латинской Америки, например. Те же Соединенные Штаты Америки, я вам напоминаю, что state в переводе с английского означает вообще государство. То есть это Соединенные Государства Америки. Они как когда-то заключили договор, эти штаты, где у каждого было свое правительство, какие-то руководители, что они объединятся. Но у каждого будет свой флаг, герб, гимн, какое-то местное законодательство. И до сих пор у них законодательство в каких-то штатах просто кардинально различается. Например, это
взять любой регион в этом мире, это его касается. Поэтому навязывать чеченскому народу, над которым они сделали такой эксперимент, как бы стремясь к независимости, но ничего не делает для достижения этой независимости. Но это по меньшей мере, это глупо, это просто позорно. Они пытаются просто банально обмануть чеченский народ. Ну вот как раз-таки по поводу вот этой свободы. Почему многие люди, скажем так, поверхностно, которые вот смотрят, очень легко обманываются вот Европой. Вот, допустим, в Европе можно говорить о чем угодно. То есть можно там поехать в Европу и там поругать там и все остальное. Но так дело в том, что как раз-таки самое интересное, Чингиз, в том, что вот у нас есть вот есть гастарбайтеры, которые здесь работают, но из другой нации. Вот, допустим, вот насколько сильно, вот реально, вот именно тебе интересно, о чем они разговаривают, что они говорят. Вот, ну, возьмем вот тех же там узбеков, которые у нас... Хороший вопрос. Насколько сильно тебе... Вот они, допустим, вот я тебе такую маленькую тайну открою. Допустим, есть какая-то группа этих узбеков, которые работают там на стройке, на каком-то участке, и они каждый вечер собираются, обсуждают политику Узбекистана и ругают свое правительство. Ну, в блоги какие-то. Да, какие-то вот, да, насколько тебе это мне настолько интересно, что, Акраман, я впервые в своей жизни задумался об этом только вот сейчас, когда ты у меня об этом спросил. Вот примерно в Европе такое отношение к тебе, если ты будешь говорить про политику. Да, конечно, я с этим полностью. Чеченское информационное пространство, оно на самом деле настолько ограниченное, ну, в смысле, небольшое, ограниченное, в этом плане имею в виду, что любой какой-то фрик, какой-то, дебил, там, не знаю, с медицинской точки зрения, или идиот, клинический идиот, например, как только он появляется в этом информационном пространстве, он мгновенно, весть об этом разлетается по всему чеченскому сегменту интернета. Согласен? Да, очень быстро. То же самое про них. Если появляется какой-то человек, который днем и ночью говорит про Рамзана Ахматовича Кадырова, обсуждает его прическу, его одежду, куда он пошел, куда он не пошел, как бы вся их жизнь крутится вокруг его имени, Акраман. То есть вот настолько они независимы, что не назови они его имя, о них вообще они не смогли бы никакого хайпа добиться. То есть вся их где-то какая-то известность, привлечение внимания со стороны представителей других национальностей, которые являются их основной аудиторией, это то, что они называют имя Рамзана Ахматовича Кадырова. И все. Да, вот как вот раз-таки насчет вот этих обвинений в адрес чеченцев, которые проживают здесь, обвинения в адрес целого народа, то, что якобы испугались, продались и так далее. Вот мне вот интересно вот как раз-таки контингент, который живет там. Вот я вот заскринил, чтобы показать именно вот перед подкастом как раз-таки наткнулся, скажем так, на это видео. Вот просто прочитай это. Это чеченцы пишут. Акраман, ты не поверишь, но вот я именно этого человека, я его увидел, клянусь тебе, несколько дней назад, и вот читая комментарии, слушайте, а мы же такие же, мы даже круче этого человека. То есть это человек, это чеченец, который живет в Европе, там вошел в какую-то немецкую партию, по-моему, альтернатива для Германии, и об этом заявляет. В общем, он пишет: мы чеченцы, и мы поддерживаем немецкий народ. Мы здесь живем, мы тут работаем, и мы любим свою страну. Дальше немецкий флаг и сердечко красное. Я представляю, если бы кто-то здесь написал бы вот такие слова, но с сердечками, там, с оформлением, я не знаю. Только вместе мы сила. За сильную Германию. Неважно, откуда ты идешь, важно, куда ты идешь. И этот путь мы идем вместе, плечом к плечу, с нашим немецким народом. А ничего, что именно этот немецкий народ во главе с Адольфом Гитлером в 1941 году хотел не просто оккупировать Советский Союз, и в том числе Чеченскую Республику, а у них был план
Есть бумаги архивные, что они хотели часть этого всего населения истребить физически, а остальную часть, Акраман, сделать рабами, обслуживающим персоналом. Вот какую, значит, судьбу они уготовили вообще всему этому населению. Ну ладно. И так дальше идет там на немецком языке, если я сейчас это буду зачитывать. Благодарность делает нас готовыми к любым вызовам для нашего народа, за нашу страну, за наше будущее. Просто поражаюсь. Сегодня мы твердо стоим на стороне немецкого народа, говорит. Защита этой земли, которая стала нашим домом. Мы проявляем свою готовность, нашу верность, нашу любовь к Германии, стране, которой мы хотим принести честь. 1115 лайков. Просто потрясающий. Еще свайпнем в ту сторону, там еще должны быть комментарии, когда ты пишешь, там, люди. Ну, да, огонь, сердечки. Молодцы, дал эту бакалбу. Земля Саксония, город Хемниц. Хорошо, что хоть сейчас есть язык. А мы, значит, в своей стране, где там, в отличие, например, от той же Германии, запрещена пропаганда всяких извращений, где запрещено оскорблять, в отличие от Германии, запрещено оскорблять священные тексты, которые, в отличие от Германии, последние там несколько десятилетий защищают мусульманские страны по всему миру, которые, в отличие от Германии, значит, поддерживают там мусульман, в том числе у себя в стране, да, какие-то коллизии, что-то где-то там на бытовом уровне возникает, но это ничего не значит, строятся мечети, мы отстаиваем свои позиции, защищаем свои права. Мы, значит, не можем, получается, по их логике, значит, защищать эту страну. Мне интересно, почему этот человек, почему этот человек нигде вот не зафиксирован вот на этих группах, как какие-то список предателей, да, как да, почему? Да. Мне вот это интересно. Ты знаешь, Акраман, я уже перестал искать ответы на этот вопрос после того, как убедился, что когда в Америке убивают чеченцев, в Германии убивают чеченцев, вот в Австрии недавно убили чеченцев, в Норвегии посреди бела дня полицейский задавил на автомобиле чеченца, сажают, заскакивают домой в той же Германии, например, к чеченским семьям, отнимают чеченских детей, передают их в семьи с однополыми браками, оскорбляют священный Коран, проводят какие-то там шествия, нешествия. И когда в ответ со стороны евро-ичкерийцев ты не слышишь ни слова, ни одного пикета, хотя бы завалящего, ну вы по поводу и без забираетесь на какие-то эти свои банкеты уличные, ну хоть раз вот что-то скажите против этих европейских властей, ну это же просто удивительно. Ну неужели вы хотите войти в историю вот настолько большими, не знаю, предателями, там, безвольными людьми, вот, я просто поражаюсь, ну, хоть что-то же должны были сделать, реально, она все делала, ну, хотя бы ради интереса, убьем же, короче говоря, Ирак войти, Иран бомбите, Палестин бомбите, Йемен бомбите, теперь стран, шмаешь, это один и тот же военный союз, понимаешь? Россия ей там худшу, ацер халлак дештук по всему миру, и африканский стран, шкашват бусом нахмабу, и Африк мич холт ялах туаш хаусиш цар. Вот сауз та дуаш ялах хотя бы цар был собир цар, цам ца ох цар, я Норвегия, дин делк полицейский, это машин туя тагвич дела. Хинцам цам вариант, я цоконшин цала ах ял анзор ват масхад чун язин ирас. Вистрил хотя бы блог чуа, цан даже цага мегал аскама, та вистрилан цага мегон цар ялча, та дуашта диахирсва. Вот сюда дуаш модуах закаев собольнешь, что цанумат яцакы. Аллаху Акбар, открытую человек заявляет о том, что доказательство, шушун, Чечня тёгула, независимостью бати, Акраман, протекторат это вот антоним, вот все, что вода, огонь, небо, земля,
Независимость, протекторат, иштразновым ждуешь. Да, конечно. Чечня это протекторат хватин, Украине, европейский стран, халха йолш. 5-10 лет, ишт айтиез бог, нох чечуя. Сот ях мацакует, ах, собор, не шутах, кидат берш, ичкирич, душьяш бог, берш. Из-за Каева, это Англия ушон. Против независимости жестко высказываться дяшу и на ост. Вот цинг лишь цаху или шу тяхцакует, вот дючина тяхцакует. Невозможно быть настолько лицемерным, хитрить, я имею в виду про всех них, и при этом надеяться, что у тебя в этой жизни что-то получится, Акраман. Знаешь почему? Знаешь, в чем их глобальная ошибка? Кем бы они себя не позиционировали, по сути своей они являются либеральными, скажем так, либеральными демократами. Так как все, что они заявляют, вся их политика, она сосредоточена вокруг какого-то сиюминутного сегодняшнего комфорта. Она не смотрит в будущее, она не смотрит в историю, вообще в антологию, например, того же чеченского народа, какие-то метафизические, какие-то, может быть, пространства, связанные с чеченским народом, с каким-то планом, который там у Всевышнего может быть там насчет чеченского народа, с каким-то глобальным проектом, в котором мы, как народ, должны как-то себя реализовать, не просто жить в этом мире, не просто вариться в собственном соку, а оказать какое-то влияние вообще на эту жизнь, на эту глобальную действительность этого мира. В этом нет. Вот все, что они говорят, это деоккупация, независимость. Что это означает? К чему ваши действия приведут? Что будет там, если вы там, не дай бог, там куда-то там, представим гипотетически, вы где-то будете в власти. Что вы делали вчера? Вы же были при власти. У вас вся полнота этой власти была в руках. Закаев на посту министра культуры не сохранил ни одного, не знаю, винтика, кинжала хотя бы. Вот что-то вот, близится какая-то война, военные действия. Все, под ноль, часть распродал. Ну как, что мы ожидаем от человека, который своровал деньги, собранные народом на съемки фильма про Абрека Зелимхана. Короче говоря, сказать есть очень много, Акраман. Уверен, что из нашего там разговора они что-то будут отдельные какие-то куски вычленять, вот это максимум их тактики, и что-то там вокруг этого там что-то закидывать. Опубликуйте полностью вот этот. Если вы доверяете своей подписоте, они же могут, например, полностью закиньте эту дискуссию к себе в телеграм-канал. Пускай там высказываются. И пользуясь случаем, хочу сказать, вот они пытаются где-то оскорблять, что-то там сочинять про каждого практически. Но настолько к вашему поведению реально привыкли, и настолько мы вас не воспринимаем как каких-то достойных людей, чье мнение способно где-то задеть какие-то струны души их. Эти, когда тагольш, тагу хайхлех, цам эльч, жимума, даже он резуоч хельч, вайн хаах мял халхиет вайн. Или вот дас, нэнс, цахум ялж, мял халхиет вайн. А вы вот аж ялдол хума, это просто как шум, как бы, или как там, не знаю, дым от свечи. Он сейчас есть, а через секунду его все уже нету. Остался просто чуть-чуть неприятный запашок. Это ваш максимум. Но и этого максимума, инша Аллах, я опять-таки надо с открытым забралом бросаться в бой. Я вас уверяю, это уже вы на последнем издыхании, и есть ресурсы, чтобы для того, чтобы всю вашу нечисть, все ваши хитрости обнажить перед чеченской молодежью. Чеченскую молодежь вы не обманете, потому что это дети тех родителей, которых вы хотели повести на убой. И это там племянники, там внуки тех людей, которые погибли в пожаре кровопролитной войны, которую замутили именно вы. Или ваши идейные там вдохновители, которых тоже уже нет на этом свете. Поэтому не обманите. Чеченский народ свободен.
Чеченская республика и вся Россия, обе стороны победили в Второй Чеченской войне. Все выиграли, все остались выигрыши. Мы решили свои вопросы. Да, когда-то была Кавказская война, она закончена. Все, кто участвовал, если кто не знает, в Кавказской войне, с какой бы то ни было стороны, их уже нет в живых. И более того, скажу, Акраман, нет в живых их детей. Даже внуков нет живых, тех, кто участвовал в Кавказской войне. Поэтому бессмысленно вообще говорить о Кавказской войне, что делала царская Россия. Царская Россия перестала существовать там в 17 году. Там. Еще 100 лет назад. Слушай, да, дальше, что там происходило в Советском Союзе. Была высылка, да, в 1944 году. Никогда не забудем. В центре Грозного стоит этот памятник, эти надгробные плиты. В отличие от вас, при Ичкерии, по-моему, по крайней мере, я не видел, не написана ни одна книга про выселение чеченского народа. После прихода к власти Ахмата Хаджи, после того, как его избрали, написано несколько огромных трудов про выселение чеченского народа. Про Кавказскую войну огромная, сотни огромных книг написано про Кавказскую войну. Поэтому за нас говорят дела, за вас говорят, я не знаю, кто за вас говорит, вы сами пытаетесь как-то за себя говорить, но выглядит это жалко и выглядит это смешно. Перспектив у вас нет. Я знаю, что вы свою жизнь связываете только с Европой или только с Турцией, но представьте, какой-то косяк, вот они сделали какой-то косяк, или не сделали, или к власти местную спецслужбу пришел другой руководитель, Акраман. Он начал какую-то свою политику, кадровые чистки, их куратора он уволил куда-то, и вообще начал, что эти мигранты с Северного Кавказа, вот кто-то этот теракт сделал, тот теракт сделал в США, Царнаеву, здесь этот там. Вот это террористы, короче, о чем мы их как-то подтянули, там что-то пытаем. У нас сейчас с Россией, в принципе, нормальные взаимоотношения, а вдруг эти там теперь против нас что-то замышляют. Они и в России какие-то теракты совершили. Все, мышеловка захлопнулась. Крыса прижата просто к этой мышеловке, короче говоря, и так не успела сесть этот бесплатный, в кавычках, сыр. Что вы тогда будете делать? Я знаю, что, Акраман. Вот можешь назвать меня предсказателем, не знаю, как угодно. Я знаю, что они слезно будут просить помощи со стороны руководства Чеченской Республики. Говорить о том, что им шайтан скружил голову, что они осознали, да, что столько сейчас они жалеют, что они хотят вернуться в республику. Потому что все вот так это, короче говоря, и происходит. Вот именно с такими людьми, как они. Но уже будет поздно. Уже праворадикально, как я и говорил, это же праворадикальная группировка, как альтернатива для Германии, участием в которой хвалится этот чеченец. Сейчас они подтянули где-то чеченцев, да, когда им сиюминутная выгода. Завтра они направят, гнев экономики падает вообще по всему миру, в том числе в Европе. Падают, все льготы будут потихоньку отменяться. У местных жителей, особенно, например, у тех же немцев, у них проснется их там тевтонский дух, как они проснулись там в 30-х годах от обиды, как с ними несправедливо поступили после Первой мировой войны, это будет большой гнев. Они вспомнят это свое прошлое, и куда будет направлен их гнев? Если тогда он был направлен против евреев, сегодня он будет направлен против нынешних мигрантов, которые проживают там, не против евреев, против других национальностей. А среди других национальностей наиболее явно, наиболее где-то хайпово там засветились именно чеченцы. К сожалению, они направят именно против чеченцев. Кто-то из этих отщепенцев будет с ними сотрудничать, сдавать чеченцев, делиться информацией, там что-то рассказывать, списки какие-то отдавать. То есть это
потомственные стукачи, если ты понимаешь, Акраман, которые еще там со времен своих дедов, там дед к сыну передает, и дальше есть такие люди, и продолжает там же примерно таким же делом заниматься. Вот такое примерно будущее их ожидает. Других перспектив нету. Да. И на самом деле, вот подытоживая все это, хотел как раз-таки напомнить, кто поймет, тот, я думаю, скорее всего, поймет. Реальные истинные враги именно чеченцев и чеченской независимости, самое важное, это те люди, которые громче всех кричат про эту независимость. Вот это и есть реальные враги чеченской независимости. И меньше всего они сделали для этого независимости. Вот в той мере, в которой она вообще вот как-то нужна чеченскому народу, именно какая-то независимость там, в плане государства, мы ей уже обладаем, чтобы принимать решения какие-то, По принимать Конституции законы, мы являемся правовым государством. да, принимать законы, строить свою жизнь как бы в соответствии со своей религией и традицией. Вот столько просто прав. Никак нам никто там не мешает, понимаешь. У Ичкерии даже близко не было вот настолько больших прав, как они есть у Чеченской Республики. Поэтому этот говорит о том, как он там любит Германию, как он будет там эту Германию защищать. Главное, комментарии. Комментарии, да. Живуши. Комментарии. Мы живем в Российской Федерации, являясь частью этого государства, также являясь правовым государством в составе Федерации. Это чеченское государство фактически в составе России. Будем отстаивать территориальную целостность России, будем отбивать внешних и внутренних врагов, будем защищать это государство, соблюдать законы этого государства. Это государство мы считаем своей родиной. Есть наша родина Чеченская Республика, есть родина Россия, российское государство. Чеченцы, так же как и представители других национальностей, имеют право на это государство, на ее какие-то ценности, на какие-то ее богатства, культурное наследие, то есть от там Чукотки там, до Калининграда, Якутии, это все наше государство фактически, понимаешь? Да. Это мы свободно ездим, альхамдулиллах, мы выступаем на федеральных каналах, чеченцы устанавливают связи с представителями разных национальностей по всей Российской Федерации. Россия — это самое большое государство в мире и самое богатое по природным ресурсам государство в мире. И воды здесь пресной очень много, чего будет в будущем не хватать. И все здесь хорошо растет, очень много чернозема, альхамдулиллах. Отличные народы, у нас, мы с ними находим общий язык, мы укрепляем друг друга, мы вместе воюем на фронтах специальной военной операции. У нас была тяжелая история, но это история, мы через это прошли. Эти войны, они сформировали нас как нацию, и непонятно, что бы было с чеченским народом, если бы в нашей истории не было Кавказских войн и современных двух вот этих войн. Это все печальные события, катастрофа, но они также являются частью нашей истории. Мы помним эту историю, мы извлекли из нее уроки, мы ее забывать не будем, но мы живем, во-первых, сегодняшним днем, и мы смотрим в будущее. Наш не взгляд, повторяем ошибок прошлого. Да, не повторяем, устремлены в будущее и ставим перед собой амбициозные задачи. Вот любой какой-то проект, который запускается Рамзаном Ахматовичем, например, он амбициозен. Любое там здание, там какой-то проект, что касается образования, культуры, там, истории, все это делается масштабно, потому что мы не осознаем себя как малозначимый народ. Мы не осознаем себя как будто народ, который только внутри этой небольшой там, территории что-то может решать. Мы решаем вопросы вообще по всему миру. Чеченцы участвуют в этом.
И официальные правоохранительные структуры Чеченской Республики участвовали и в конфликтах на территории Сирийской Арабской Республики. Сейчас новое, кстати, сирийское правительство выражает свою заинтересованность, чтобы российские правоохранители вернулись туда, на территорию, так как это поможет им защитить свою землю от оккупации, от как раз-таки оккупации со стороны Израиля, которая уже идет. Вот они Голландские высоты, по-моему. Да, не только голландские, там они дальше еще, по-моему, север. Обстрелы у них были недавно, да, со стороны. По указанию главы республики масштабные благотворительные акции проводятся. Вот ожидается сейчас очередная масштабная акция помощи сектору Газа. Мы к себе приютили, там многих палестинцев приютили, оказываем вообще помощь по всему миру, на Ближнем Востоке. Это чеченцы стали тем народом, который активно участвует в мировой политике, и ваши вот эти вот сказать, как жуки навозные, там где-то копошатся, где-то, вот я не представляю, если не будет этого телеграмма, или там где-то блокнут этот телеграм, что вы тогда-то будете делать, и как вы будете отчитываться перед своими хозяевами. И тут очень наглядна история этой группы Янгулбаевых, как они стухлись. Ты заметил, кстати говоря, да, что да. Активность. каких-то там что-то где-то раз в месяц там что-то там закидывают. Обычно просто, когда ты читаешь их посты, тебе достаточно вспомнить лицо Янгулбаева, этого, как его. Они же еще про шариат разговаривают. Ну, это такая... Да, это... Это вот что смешно на самом деле. Самые либеральные люди, которые я вообще видел на свете. Причем вся их семья, вся их история. Рабопончика, как зовут этого, который средний сын? Ну, он такой старший умный был детина, средний сын и так, и сяк, младший вовсе был дурак, а конек, горбунок, типа этого. Короче говоря, и вот вспоминаешь его лицо, и как он пыжился, он-то как бы возомнил себя каким-то оратором, но как только включалась камера, вот сидит этот, смотрит, что-то там несет, лепечет. Вот так и хочется сказать: малыш, успокойся, у тебя там что-то, какой-то сердечный приступ случится. И как ты сказал, глубоко либеральная семейка, там отец федеральный судья, там что они там у себя в семейных чатах обсуждали, это просто на самом деле ужас. Анзор Масхадов, кстати говоря, притих, как-то его тоже не слышно. Анзор, где ты, что с тобой? Дай нам знать, если у тебя какие-то проблемы. Скучно стало. Скучно без стало. Анзора бахали вообще в целом вот последние посты, все вот есть вот условно это один канал, который нагнетает и Закаев что-то, да, уже примерно одно и то же. Кто там еще он остался? же золотой середины на этот Абдурахманов что-то, вроде он тоже постабильно где-то записывает эти часовые или полуторачасовые какие-то свои эти видеозаписи, которые в Турции, Вох Асланбек, Корея, да, короче говоря, там Миск, короче, так вот, Табиан Стагуй, да, маршал Дуэльсон, короче говоря, и сама Оля, короче, Ичкери, Дудая, Масхадов, Ичкери, независимость, Хахадяхин, Огяды, Синте, оккупация, независимость, Дудая, Оля, короче, да, Оля, сажимас, бодрить, творцу. Сдулись, на самом деле. Ломаев какие-то дает какие-то странные интервью этим Курочкиным. Курочкины там что-то берут странные интервью у Ломаева, короче. Это отдельнейший там мирок создатель на ЦР. Кто еще был? Джамбулат Сулейманов с ЛГБТшниками ходит. Единственное, что работает стабильно, как раз-таки, это виртуальное правительство вчера, и вот стабильно. Ну, они работают, Акраман, я с тобой полностью согласен, короче, что там у них из последнего? Кстати, как раз-таки можно вот этот момент... Да, как раз-таки обсудить тоже. Это дела. Короче, когда я говорил, что они за 25 лет ничего не сделали, Акраман, я был глубоко неправ, я дико извиняюсь, мне безумно стыдно, я крайне виноват перед вами. Вы создали 3 правительства, 3 парламента, кучу партий, блоги в Ютубе, в Телеграме. Вами проведена действительно огромная работа в попытках оболванить чеченскую молодежь. Да, вот как раз-таки, вот недавно постановление Кабинета министров вчера и номер 26. 26, видимо, это за день, по-моему, нумерация у них идет. Это 26-е постановление за день, походу, по-любому. Вот у них как раз-таки соответствием положениям и так далее,
правительство постановляет утвердить Микаэля Андерсона на должность председателя правительства ЧРИ в Королевстве Норвегии. Там он боже потолок. Вот. Нет, это вообще интересно. Мне гораздо интереснее, что означает номер 26. За день, скорее всего, или за месяц. Просто у них очень много, как конвейер идут эти постановления, туда-сюда, кто-то что-то делает. Вот контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра иностранных, Шарипа, да. Есть министр иностранных дел. Есть Инал, который украл деньги, которые ему там на съемку фильма дали. Там. Ты смотрел, просто посмотри его данные. Это автор, основатель шахматного кино, обладатель каких-то премий. В Википедии, короче говоря, переходишь по ссылкам, и там одно упоминание на каждом сайте. То есть человек потратил несколько тысяч долларов, чтобы у него была хорошая, короче говоря, статья на Википедии. На самом деле проходимец, мошенник просто. Короче, деятель, хузигат, болтать, дауан, закаева, оболванить, короче говоря. Чингис, просто интересно, просто, это... Я один это читаю, или люди это тоже читают, мне просто интересно, вот министр иностранных дел ЧРИ. На этом сайте, Акраман, вообще отзыв, я не думаю, что там кто-то читает вообще это. В целом, где-то же какая-то табличка же есть у этого человека. Есть же по-любому? Нет, таблички нету. Есть только вот упоминание. Вот там только упоминание. Вот ты упомянул этого типа, вот клянусь, все, у него акции взлетели на 10. Это просто интересно, вот просто министр иностранных дел Бога. Это же, такое крутое должностное лицо должно быть. Это человек, который договаривается с другими странами, посольство, дипломатия. Посольство шхалиезха. Есть. У них консулы. Понимаешь? Я искренне не понимаю вот как раз. Консул, значит, сайте кусарона, консул, дикту, короче говоря, СММщик, Тюнгиш язин, короче, фамилии, короче, консул назначенный, язин, я короче, опубликовать его. Вот так назначается человек. Нет, вот у нас есть не виртуальная реальность, где Рамзан Кадыров встречается с президентом Венесуэлы, где он сидит, с президентом, там и с королями, там с разным, то, что вот мы, и там я даже не заметил ни одного момента или фрагмента даже, где там он себя каким-то регалием на себя возглавляет, то, что он встречается, он говорит то, что провел встречу. Встретился, да. И все так просто, как будто. А тут министр иностранных... Закаев, сколько он пыжился все эти годы с Зеленским даже, где-то не засветился. Закаев, насколько же большой ты лузер, что даже Зеленский, которому ты, я не знаю, которого ты там хвалил, там, что ты только не говорил хвалебных речей про Зеленского в каждом интервью. 3,5 года он просто, короче говоря, целовалась. В итоге даже не удостоился хотя бы одной жалкой аудиенции со стороны Зеленского, только конченного наркомана и лузера, который там сейчас уже... Продает свою страну по частям. Да, продает свою страну и уже садится в эту лужу. И, кстати говоря, завтра уже встреча там Путина с Трампом, который Зеленский... Очень, короче говоря, не хотел. Где-то даже в одном коридоре они не засветились, Акрама, вместе с ним. Или селфи там. Целый президент, он не президент, премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия в изгнании. Закаев, ответь на вопрос, почему? Они добавляют это слово изгнание, кстати. Да. Я думаю, это по приколу кто-то делает. Есть народные избранники, а есть народные изгнанники. Они народные изгнанники, Акрама. Вообще в целом, действительно, горько, обидно, прискорбно, и другие эпитеты, которые описывали бы эмоциональное состояние, когда человек грустит, наблюдать за этой картиной, где столько усилий делает человек, чтобы, не знаю, чтобы этот Зеленский рядом хотя бы просто постоял с ним. Да, он проходит хотя бы селфи. Да, и тем не менее ничего. И там он говорит, какие-то там батальоны участвуют, что делают.
вот как мы Он видим. говорит, да, что действительно какие-то батальоны, там нет никаких Скорее всего, батальонов. виртуальные. Там есть люди, которых он собрал с каких-то киевских забегаловок, с каких-то окраин, с каких-то трущоб, поднабрал людей. Это не чеченцы. Есть несколько чеченцев, которые там светятся. Есть эти люди. За все это время единственная вот с Ажиевым была у них спецоперация диверсионная. По-моему, в когда Белгородской области, да, когда они зашли, и вот Да. двух срочников, солдат, которые везли еду Да, туда, на по-моему, опорный пункт, расстреляли. Один Урал, по-моему, там Да, был. на один Урал расстреляли, без оружия, там, без ничего, короче говоря, и это выдают какое-то за глобальное достижение, все их достижения, в общем. Да, вот, в номинации самый большой лузер, это, безусловно, Закаев. В этом году уж точно, я думаю. 100%. И, кстати, мы до сих пор, он обещал в конце 2024 года, что они будут. Не 2023 разве? 2024 Но это точно же в каждом не позже, году происходит. что он будет на территории Чеченской Республики. Так мы его и не увидели. Хотя бы Закаев, фотографию вот выполни сюда. хотя бы одно свое слово. Выполни хотя бы одно свое слово. И этот Мустафинов, там, кто там еще из этих участников этой группы, ответьте, что вы будете делать с вашим другом, с тем, кого вы подтянули, с этим, как же его, секундочку, как же его зовут, с Мусхановым Асланом Сайпудиновичем, который является админом телеграм-канала НИСО, который ранее обращался в организацию ЛГБТ, заявив, что его преследовали за то, что он является ЛГБТшником, и он просит 250 евро, но ему, в принципе, даже 5 евро достаточно, хотя бы купить хлеб, рис там и другие продукты. Будете ли вы его снимать с должности админа, или мы по-прежнему будем его видеть? А для тех, кто смотрит наше видео, говорю вам, что все доказательства о том, что админы этого телеграм-канала, по крайней мере, один админ точно является ярым, значит, ЛГБТшником, открыто практически тут на сайтах об этом говорит. Если кто хочет, может ему помочь, я не знаю, это на ваше усмотрение. Телеграм-канал Альтернатива, здесь, короче говоря, все написано, и вы просто поразитесь, реально просто поразитесь. Дейцам Шуарт, даже если начнем, там очень много как раз таки этих тем, очень много противоречий, но... Будем потихоньку доносить, и, Роман, хотелось бы до наших зрителей донести. И меня там иногда спрашивают, вот эти, кто заявил, все заявил, там видео, мы есть в республике огромное количество вопросов, которые надо осветить, где-то какие-то информационные вопросы решить, про историю, про культуру. Например, на ЧГТРК 50% оригинального контента ежедневно выдается. То есть мы должны 12 часов контента выдавать в наш эфир. Понимаешь, какая-то огромная работа. Это не просто какие-то сырые съемки, монтаж, записи людей, все сверяться с какими-то архивами. То есть делается огромная работа также и на других телеканалах, другими журналистами, но к нам обращаются вообще люди, обычные люди, представители молодежи, что они хотели бы вступить в это информационное противостояние. Очень талантливые, молодые ребята, вот таким ребятам, безусловно, будем помогать, будем содействовать, потому что это как бы полезно, и я уверен, что без проблем они справятся не только с вами, еще с какими-то националистами, атеистами, которым мы противостоим. Да, кстати, что вы ничего не делаете против открытого атеиста, ичкерийца, евроичкерийца, который эту свою пропаганду несет, ему противостоит, как обычно, как бы только Чеченская Республика. Кстати, тоже рекомендую антиатеизм, телеграм-канал, опровергается полностью на основе научных доводов, на основе доводов из Корана и Сунны, весь этот бред, который несет этот еврей-ичкериец, там, называющий себя деистом или атеистом, короче говоря.
Ну, это ваш продукт европейской политики, очередной продукт европейской политики. Да, и, кстати, вот момент тоже интересный для, скажем так, для вот этих админов и прочих людей, которые занимаются всеми этим. Вот если для них все это является основным видом деятельности, то важно подметить, все люди, которые так или иначе отвечают им или там что-то пишут про них, эти люди абсолютно целеустремленно не занимаются конкретно этим. Эти люди вообще работают вообще в другой сфере. Они думают, что стоял постыжки, нас там, про нас специально собрали это, какие-то ресурсы, огромные, миллиарды, миллионы. Миллиард, чем говоришь. С одной стороны, это говорят, с другой стороны, потом могут сказать, само долуждать против нас, само дешбать, короче говоря. Раз в год, когда там, вот мы с тобой там сели, там, подумали, оказывается, бред, реально, ешь, короче говоря, давай. Хотя вообще еще, да, не подготовлено, просто не подготовлено, да, вообще я с одного там сюда забежал, ты с другого решал какие-то свои вопросы, забежал. Все, хокуна, проспонсировать день, Ильша лично, главас, и Альсан Вайшинги, короче, вау, гордиться. Примерно ищет представление, харек. А так, по сути, Селхан дари асюгили, стомр или асюгили. Селхан. Записать я его общем-то подкаст. Ладно, давай, например, мотивирующим это шить, аж давай, это ушах это, и что да я знаю. Да, и вообще вот как раз таки и ответ не лучше. Воображайте. Да, и на самом деле даже по части информационной борьбы Мадардич, валлахи, они просто одни из тех, с которыми вот у нас мы должны на самом деле вести вот борьбу. Это там и атеисты, вот есть националисты, есть вот эти, то есть главное, что я хочу передать, вот нету такой касты или нет такой организации людей, которые щуду и все вот на вас нацелены. Нет, абсолютно нет. Акраман Смайлер, есть атеисты, националисты, либералы и вот эти как бы евро-ичкерийцы, да. Может еще кто-то или какой-то там полусумасшедшие. Любой, который там, чья деятельность как-то деструктивна в плане информации, короче говоря, этим, конечно, мы будем противостоять. Но лучше всех из этих 4 категорий с вопросом информационной гибели справляются только евреи-ичкерийцы, потому что они умудряются сами себя закапывать. Вот ты ничего не делаешь, человек сам тебе просто в руки там что-то дает. Это касается Закаева, который делал страшно глупые заявления, закапывал себя. Это касается Абдурахманова, когда я там раньше на него там обращал внимание, просто в каждом ролике какие-то бредовые просто заявления, там человек засветился, то говорит, что какую-то там на какую-то девушку там донес, попытался ее, я не знаю, ее посадили, не посадили, посадили в тюрьму, где-то какие-то снимал ролики в этих платьях, засовывал себе в рот какие-то резиновые трубки, там какие-то деньги он пытался тем самым, я не знаю, как-то добыть, заявлял о том, что его по голове били со всей силы молотком, и он там в этом... Сказал на свою аудиторию, что он умер. Да, что он умер, там несколько месяцев молчал. Дальше кто там, эти Янгулбаевы, которые просто сами там заткнулись, короче, и молчать там тряпочку. Ну, символическая сумма помешала просто. Да, их этот старший сынок, который в кожаной куртке дергается, как умалишенный, там, под какую-то музыку, там. Джамбулат Сулейманов, который с ЛГБТшниками якшается. Кто еще? Ломаев, который якшается с Курочкиными. Это же надо, насколько надо прям себя не уважать, чтобы это считать верхом своей карьеры. И так далее, и так далее, и так далее. На очереди несколько вот оставшихся вот этих групп, которые тоже, чья деятельность тоже придет к логическому завершению. И с этим они прекрасно справляются. Акраман. Шуат, все это, да, все это будет обсуждаться. Любой из этих 4 категорий, все заявления, там, текстовые, аудио, видео, все фиксируется, все у нас как бы сохраняется. Никто из них просто так не будет забыт, потому что люди совершают преступления против чеченского народа, правонарушения, преступления. И вот наступит момент, когда
они должны будут за эти свои преступления ответить, безусловно. И мы к этому, иншаллах, будем стремиться. У нас есть в этом полная поддержка со стороны чеченского народа, альхамдулиллах. Когда я начинаю как-то активизироваться, например, в этой сфере, я тебе клянусь, у меня там в день по несколько раз меня останавливают люди взрослого поколения, невзрослого, более молодые, меня благодарят, например, тебя, я уверен. Также это как-то мотивирует, и полная поддержка есть, и понимание со стороны и руководства Чеченской Республики, когда мы помимо своей какой-то основной работы, которая заключается там в освещении истории, повседневной какой-то жизни республики, еще занимаемся какими-то темами, там, связанными с этими внешними информационными угрозами. Так что все будет хорошо, иншаллах, мы своих целей достигнем, мы знаем, что нам делать, как нам делать и кому нам противостоять. Акраман, и к следующему подкасту нам с тобой надо придумать ему оригинальное название и сделать этот подкаст уже, выпускать его систематически, иншаллах. Баркал. Да. Sun beaucoup интересно так дарец. Что комментарий? Сейчас юшхена. Ты да, усолюх, что комментарий. Эти язин горюкари по-любому. Довком буду ахсун скинуть мацейнери. Я тоже как-то наткнулся. Суаса, случайно я на это наткнулся. Я смотрю, он так двойной стандарт. Инсигаю проблем. Все как-то читается. Вот все, что они делают, как сакерча могу, они должны направить на это хотя бы. А мы просто за это не платим, это никому не интересно. Вот. Не, продвигаться, политики Германии, мы не возражаем. Так, добивайтесь, защищайте права, для Германии, каких-то высот достиг. Мы только рады, например, даже. Вы возражаете, Германия, страна, в образовании, в спорте, например, Европе, это достижение, мастер публикация, еще поддержка, ее, короче говоря. Мы один народ, конечно. Особо проблем, короче говоря, нет, иншаллах. Все, Акраман,